Владикавказе наградили самые надежные предприятия. Победителями в 5 номинациях стали Владикавказский завод «Электроконтактор», Почта России, Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль». Стоит отметить, что республиканский конкурс на лучшую организацию по охране труда проводится не в первый раз. В нем приняли участие индивидуальные предприниматели, занимающиеся хозяйственной деятельностью на территории республики. Организаторы конкурса не сомневаются, что подобные мероприятия благотворно влияют на безопасность рабочего процесса и позволяют уменьшить количество несчастных случаев на предприятиях. Хочу сказать, что это является абсолютным приоритетом в работе республиканской власти. Безопасность, здоровье, жизнь нашего населения, тех людей, которые сегодня на рабочих местах осваивают и создают возможным производить что-то. Это на самом деле огромный труд тех руководителей, которые на местах создают все благоприятные условия, чтобы наши люди в комфортных условиях, безопасно для своего здоровья, для своей жизни могли работать. Специалисты Министерства молодежи, физической культуры и спорта совместно с подведомственными учреждениями организовали субботник. К мероприятию присоединились владикавказские школьники и волонтеры. Более 100 человек совместными усилиями убрали одно из излюбленных мест отдыха горожан – Сапицкую горку. Субботник призван привлечь внимание к проблемам экологического состояния республики, объединить усилия представителей органов государственной власти, общественных организаций, волонтеров и простых граждан в направлении решения насущных вопросов защиты окружающей среды. Конечно, дело очень вообще нужное и замечательное для всей нашей республики в целом, потому что когда город чист, прекрасен, и я думаю, что это показатель очень большой. Хотелось бы, чтобы все комитеты, министерства, все там организации в нашей республике, если хотя бы в 3 месяца раз будут собираться и убирать какие-то части нашей замечательной республики, я думаю, что эффект будет однозначно. Поэтому всем желаю, присоединяйтесь. Заключительный этап чемпионата Северокавказского федерального округа по мотокроссу собрал в Северной Осетии гонщиков со всей России. Это увлечение не из дешевых. Хороший мотоцикл стоит как приличный автомобиль, да и снаряжение обходится в копеечку. Возможно, поэтому число участников не превышает 80 человек. Здесь также присутствовали призеры и победители различных чемпионатов Европы. Для них был организован отдельный заезд. Параллельно определились и лидеры чемпионата Северной Осетии. Кубки для всех победителей едва смогли разместить на нескольких столах. Большинство наград отправилась за пределы республики. Поощрили победителей также денежными призами. В этом году приехало еще больше народу, и даже с Владивостока команда приехала. Так что очень много народу, много чемпионов Европы, участники чемпионата мира приехали. Так что состав очень сильный. У нас участвуют ребята от 8 лет уже начинают и до упора, короче, класс мастер, это и 50, и 60 лет есть, так что здесь ограничений нет. В преддверии праздника Джиоргуба во Владикавказе открылась сельскохозяйственная ярмарка. На торговых рядах на Архонском шоссе каждый желающий мог по низким ценам приобрести продукты к праздничному столу. Свои товары представили производители со всей республики. Молочные продукты, мясо, фрукты. От изобилия товаров у покупателей разбегались глаза. Подобная ярмарка во Владикавказе проводится не впервые, организаторы обещают сделать ее традиционной. Она для этого и проводится, чтобы максимально сблизить производителя сельскохозяйственной продукции с ее потребителем, чтобы убрать звенья, ну так скажем, посредников, которые есть в реалии нашей жизни. Все недостатки, которые были выявлены в процессе проведения этой ярмарки, они будут, я думаю, Министерством сельского хозяйства учтены. Мы сами тоже будем анализировать район и будем вносить соответствующие предложения в Министерство сельского хозяйства. Союз металла и дерева, акварели и листа бумаги. Выставка посвящения поразила зрителей разнообразием материала. Заслуженные художники Северной Осетии Сергей Цахилов и Фатима Цалагова представили свои работы в стенах научной библиотеки. Равнодушных после просмотра посвящения не осталось. Выставка будет работать еще месяц, посетить ее абсолютно бесплатно сможет любой желающий. Мне нравится работа сочетанием материалов. Камень, металл, дерево, металл, сочетание всяких. Я благодарен всем от простого
зрителя до самых близких мне людей. И это посвящается им. Память жертв дорожно-транспортных происшествий почтили ученики первой школы станицы Архонской. Ребятам показали презентацию о последствиях нарушения правил дорожного движения. Дети, в свою очередь, представили мини-спектакль. Его главная тема – трагедия на дорогах. Присутствующие почтили память пострадавших в ДТП минутой молчания. Во дворе школы ребята выложили зажженные свечи вдоль периметра большого восклицательного знака и выпустили в небо воздушные шары в память о тех, кого больше нет, людях, жизнь которых забрала дорога. Команда детско-юношеской спортшколы «Юность» выиграла первенство республики среди спортсменов до 13 лет. Под руководством Руслана Сакиева ребята успешно прошли 2 круга первенства и в упорной борьбе опередили ближайших соперников – команду пригородного района и Владикавказский «Барс». Сегодня же определились обладатели индивидуальных наград. Лучшим игроком первенства признали Руслана Дзоцоева, а лучшим стражем ворот стал Станислав Акацев. Легко не бывает. С любым соперником, чтобы выиграть, нужно чуть-чуть на поле потрудиться. В этом плане претензий к ребятам не было, честно говоря. Самоотдача была, плюс еще все те упражнения, все наши заготовки, которые мы на тренировках использовали, показывали им, добивались от них исполнения, они все показали в этом турнире.